Жили-были старик Дед Мороз и его старуха Снежная Бабка. Жили они 130 лет и 103 года в своей ледяной избушке Северного полюса на самой макушке. Каждый раз, отпраздновав новогодние праздники и Рождество, и Старый Новый год, Дедушка Мороз возвращался домой и засыпал глубоким сном до следующей зимы. А в нынешнем году с весны до глубокой осени снился ему один и тот же кошмарный сон, будто окутала всю землю страшная хворь, будто весь народ в отчаянии, все надели маски непонятные, на праздники и в гости не ходят, не общаются и даже не здороваются друг с другом. Бредил Дед Мороз кошмарным сном, от испуга и проснулся в декабре. Рассказал свой сон внучке Снегурочке и старухе Снежной Бабке. «И впрямь вещи сны тебе снятся, старый», — говорит старуха. «Все так и есть, вся планета наша в ужасе». «Дедушка, дедушка, давай-ка и тебя проверим», — говорит Снегурочка. И градусник деду в подмышку. «Ай-яй-яй!» – закричала внучка. «Температура поднялась, градусник 0 показывает. Заболел Дед Мороз, таять начал». Тут же бабка дезинфекцию побрызгала и говорит: «Немедля в постель, на самоизоляцию, никаких праздников не пущу», – говорит. Тут откуда ни возьмись, Баба-Яга прилетела и давай уговаривать. «Садись, мол, на метлу, полетели. Весь лесной народ заждался Деда Мороза. Не боись, — говорит, — у нас воздух свежий, чистый, никакая зараза не пристанет». «Ты чего болтаешь, бабка-ешка? — говорит старуха. Дедушке уже давно 165 с плюсом. Этот, как его, Роспотребнадзор поймает, потрепает деда и оштрафует. Всю Аляску продашь, и то не расплатимся». Расстроился Дед Мороз, облокотился на земную ось, бороду гладит, да лысый лоб чешет. Посмотрел через телескоп на материки, и на самом деле все к празднику готово. Все его только и ждут. Задумался старик. Ведь подарки надо дарить и народ поздравить. Как же быть? Что придумать? И озарила его светлая идея. Нашел он выход из ситуации. А как же иначе? Он же Дед Мороз, волшебник, умеет любые пожелания исполнить. Приказал рыбаку Степану, бывалому матросу Челюскинцу, забраться на самый высокий айсберг и, соблюдая социальную дистанцию, передавать подарки на землю. В первую очередь подарки достались, конечно же, яктыкульцам, ведь Дед Мороз и Снежная Бабка его родом оттуда. «Внученька, Снегурочка, — говорит дед, — тащи-ка сюда свой смартфон, скайпуемся с народом, поздравим с Новым годом». Так и сделали, все остались довольны. Затем Снегурочка привела бычка Борьку, и окрестил его Дед Мороз Новым годом. С напутствиями и добрыми пожеланиями отправили год быка на долгую дорогу по стране. Снегурочка довела его до берега Ледовитого океана, аж до Нового Уренгоя, чтобы тот не заплутал опять куда-нибудь, как этот год. Повинуясь обстановке, Дедушка Мороз впервые за всю историю встретил Новый год у себя дома, в кругу семьи. Того же всему народу пожелал. Ох, какой был праздник! Закатили пир на весь мир. И я там был, шампанское, и кумушка пил, да усы лишь намочил. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец!